Поединок между технологиями защиты автомобиля и ее снятия и угона длится уже не один десяток лет. Первую пощечину производители автомобильных сигнализаций получили еще в далеком 91-м, когда тайваньские умельцы показали примитивный перехватчик кодов, легко расправлявшийся с простенькими охранными системами. После многочисленных опытов с кодированием радиосигнала появился великий и ужасный алгоритм динамической защиты радиоканала под названием Keylog. Вот что касается Keylog, то это была очень удачная разработка в свое время, когда каждый производитель пытался сделать свой какой-то код, и каждый с этим экспериментировал. Нашлась компания из UR, которая смогла сделать совершеннейший код. Технология была продана американцам, по-моему, микрочипу, и те уже стали массово продавать всем производителям. То есть производители голову не грели, они покупали эти микросхемы, которые невозможно скрыть, и устанавливали. Но в России, в нашей матушке, то есть нашлись люди, которые не смогли его вскрыть, они его просто обманули. То есть там вот по своей сути до того красивая махинация происходит при вскрытии. Просто радуешься за наших людей. Вот. И получается, что в один какой-то прекрасный момент оказалось, что куча сигнализаций можно вскрывать без проблем. Да, самые распространенные у нас сигнализации вроде Томагавка, Шерхана или Старлайна абсолютно беззащитны перед современными криминальными технологиями. Однако луч света в этом темном царстве все же есть. Это охранные системы третьего поколения, использующие в качестве канала связи между владельцем и автомобилем сотовую связь. Одним из представителей таких систем является российская разработка Sobr GSM. Скептики могут возразить, мол, сотовую связь можно легко заглушить простой глушилкой. И так, впрочем, оно и есть. Но у специалистов есть что на этот счет возразить. В наших системах еще существует такая вещь, если, например, вы вдруг вот не обнаружили свой автомобиль, да, связь пропала. Кстати, есть у нас устройство, которое позволяет мониторить связь. Если она пропадает, вам идет оповещение. Но если вы этой услугой не воспользовались, то есть там не поставили это устройство, пропала связь, пропал автомобиль. То есть вы в таком случае отправляете СМС. И в ней содержится вот с вашего телефона смс простая 666, то есть отправили на автомобиль, все, то есть он где-то едет, проезжая мимо такой базовой станции, смс-ка, она очень хорошо пролазит, она в этот момент машину накрывает, она встает. Если стоит GPS-приемник, вам в ответ тут же приходит сообщение с GPS-координатой, то есть вы все посмотрели, ввели в компьютер, в дубль-гис, и знаете, где ваша машина находится, вы уезжаете туда, она стоит заблокированная. И угонщики ее бросят. И кроме этого, у нас есть подозрение, что такие глушилки в настоящее время активно вычисляются спецслужбами, так как на сотовую связь завязано уже и множество задач государственной безопасности. Sobr GSM имеет несколько вариантов исполнения. Можно использовать родной ключ в качестве брелока, есть вариант с привычными брелоками. Но все они, в том числе, завязаны и на GPS-связь. А скорость реакции всей системы не намного ниже скорости реакции обычной сигнализации с обратной связью. Конфигурация системы Sobr GSM может быть различной. Самая продвинутая включает в себя два брелока, две миниатюрные транспондерные метки-карточки, активное реле блокировки с обратной связью и GPS-приемник, позволяющий определить местоположение автомобиля, как это делают спутниковые охранные системы. Но спутниковые системы дороги как в установке, так и в эксплуатации. А в случае с Собром платить придется только за обычную сотовую связь. Возможности системы Sobr GSM – это вообще отдельная тема, и мы на ней остановимся подробно, когда установим такую охранную систему на редакционный C-Max, который, как и многие современные автомобили, оснащен цифровой коншиной. А как известно, для согласования коншины с другими устройствами, в частности с охранными системами, нужны специальные переходники и адаптеры, и далеко не всегда этот процесс можно осуществить корректно. О том, как это получится у нас, мы расскажем в одной из следующих программ. Генеральный дистрибьютор продукции Собр на территории России и стран СНГ – компания «Автомастер». «Автомастер» – весь мир автоэлектроники. Спрашивайте продукцию Собр в установочных центрах «Автомастер» и других магазинах города.